Здравствуйте! На телеканале «Салям» Ишимбайские новости, в студии Дина Мурзина. Коротко о главных темах выпуска. В Ишимбае с рабочим визитом побывал министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев. Большие дела для малой родины. Мероприятие под таким названием состоялось в Уфимском конгресс-холле Торатау. Первый семейный телеканал «Салям» собирает друзей со всей республики. В Ишимбайском дворце культуры состоялась презентация нового телеканала Башкортостана. Ишимбайские пчеловоды в числе лучших в стране. На агропромышленной выставке в Москве пчеловод Ильгиз Шангареев завоевал высшие награды. Более 100 участников собрал Ишимбай конкурс чтецов, посвященный столетию со дня рождения классика башкирской литературы Мустая Карима. В Ишимбае с рабочим визитом побывал министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев. Он посетил межрайкоммунводоканал, дворы и подъезды, попавшие в республиканские программы по благоустройству, а также строящиеся в нашем городе объекты. Основная цель визита руководителя ведомства – уточнение объема намеченных работ по реконструкции очистных сооружений водоканала, оценка качества реализации в нашем городе программ «Башкирские дворики» и капитального ремонта подъездов. Борис Беляев также побывал на строительной площадке крытого ледового дворца, который возводится в Ишимбае к столетию республики, а также посетил сквер Заки-Валиди, благоустроенный в этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды. Также заместитель премьер-министра проверил, на какой стадии находится работа и общее положение дел в сфере ЖКХ. В целом, хочу сказать, в Ишимбае ведутся работы в нормальном, хорошем русле. Что касается башкирских двориков, есть соответствующие недоработки, которые мы заметили. То есть в части коммуникаций по тротуарам, ограждений. Они еще не доделаны, но мы надеемся, что это все будет благоустроено. Мы посмотрели подъезды, как ремонтируются подъезды непосредственно в Ишимбае. Значит, тоже есть определенные недоделки в части уборки этих наших проводов, которые висят. Есть моменты, где они висят еще на стенах. Есть подъезды, которые хорошо отремонтированы. То есть все пока идет в процессе. Большие дела для малой родины. Мероприятие под таким названием состоялось в Уфимском конгресс-холле Торатау. Здесь со студентами различных вузов, уроженцами Ишимбая и Ишимбайского района встретились руководители правительства республики, администрации района, представители предприятий, организаций и учреждений Ишимбая для того, чтобы обсудить вопросы привлечения в наш город и район молодых специалистов. Продолжение темы далее. Ишимбайский район, как и многие районы республики, нуждается в новых кадрах. Молодые специалисты востребованы в различных отраслях. Поэтому встреча со студентами и будущими выпускниками столичных вузов планировалась давно. Для ребят в фойе конгресс-холла Торатау организовали выставку-презентацию, где гости мероприятия наглядно ознакомились с жизнью нашего города и района. Мы сегодня приехали рассказать о социально-экономическом развитии нашего района. Прежде всего, что мы успели сделать за это короткое время, что мы будем делать, какие у нас планы о наших достижениях. Поэтому мы сюда пригласили наших студентов. Сегодня в Уфе обучается порядка 600 студентов, выходцев из Ишимбайского района. Ребята получают знания по различным направлениям и специальностям. В основном это студенты гуманитарного и технического направления, студенты медицинского университета. Когда человек, только что отучившийся в тех или иных учебных заведениях, он помогает своему району, работает тем или иным специалистом, это здорово. Это, во-первых, прежде всего, человеку самому это здорово. Он усваивает навыки, как говорится, чисто человеческие, чисто специальные, профессиональные, скажем так. А потом уже через несколько лет он станет, скажем так, руководителем. На встрече отметили нехватку кадров в нашем районе в первую очередь в сфере здравоохранения. Также востребованы техники, молодые преподаватели, которые смогут обучать детей по инновационным методикам. Нуждается наш город и в выпускниках аграрного университета. Мероприятие провели в форме живого диалога. Сообща определяли цели и задачи, обсуждали будущее Ишимбая.
Мы сегодня пригласили наших земляков, заслуженных, авторитетных земляков, чтобы сегодня мы сплотили воедино молодежь и старшее поколение, чтобы мы пообщались, определили цели и задачи, будущего обсудили нашего города и района, чтобы в дальнейшем наш район и город Ишимбайская земля процветала. Рассказать, а главное показать жизнь города и района. На выставке в холле ишимбайские предприятия и организации познакомили студентов со своей деятельностью. Студенты, в свою очередь, отметили теплый прием, говорили о пользе таких встреч. Мы хотим привлечь студентов вернуться в наше дошкольное образование, потому что в дошкольном образовании большие изменения. У нас очень интересно, и если любишь свою работу, то всегда найдешь себе применение. Сегодня приехали в Уфу показывать свой хлеб, качество хлеба очень вкусный у нас хлеб, вся продукция очень вкусная. Но что я хочу сказать, чтобы студенты приезжали к нам на работу, чтобы не боялись работы. У нас очень хороший коллектив, ждем. Нам очень нужны технологи, рабочие, тестомесы, пекаря. Заканчиваю педиатрический факультет в этом году. Очень рада, что я нахожусь здесь. Такое масштабное мероприятие. Тут так много знакомых, все такие родные лица. Атмосфера родного города. Мне все очень нравится. Мероприятие продолжилось в концертном зале Конгресс-холла. После ознакомления с социально-экономическим развитием района и реализации на его территории национальных проектов и республиканских программ студенты задали интересующие их вопросы, высказали свои пожелания. Творческие коллективы и артисты Ишимбайского района приятно порадовали своими концертными номерами и добавили праздничное настроение в деловую встречу. Елена Рей, Ильназ Бекузин. Специально для информационной программы. Первый семейный телеканал «Салям» собирает друзей со всей республики. В Ишимбайском дворце культуры состоялась презентация нового телеканала Башкортостана. В день презентации Ишимбайское телевидение стало партнером канала. Зрители уже могут увидеть ишимбайские новости в эфире «Саляма». В торжественном мероприятии приняли участие этношоу-группа «Зайниддин», а также лауреаты международных и республиканских конкурсов. С презентацией наш следующий сюжет. Вот так звуками скрипки, саксофона и розыгрышем призов встречали гостей в фойе Дворца культуры. Здесь же все желающие продегустировали знаменитый ишимбайский Иван-чай. Подписка на местные газеты и журналы, выставка картин и участие в работе мобильной студии «Передай Салям». Организаторы постарались донести основную идею телеканала – позитивный, яркий, семейный. В первую очередь мы себя позиционируем как семейный, позитивный, новый, яркий телевизионный канал. А самое главное здесь, я думаю, слоган наш скажет: «Салям» – это семья местных телестудий. В этом слове семья местных телестудий. Поэтому самое главное внимание будет уделено местным телестудиям. «Салям» ведь создан для того, чтобы сохранить местные муниципальные телевизионные компании. Свое эфирное время на телеканале «Салям» займут и передачи ишимбайского телевидения, новости города и района, поздравления и другие проекты уже готовы к выходу в эфир. Сертификат официального партнера руководителю ишимбайской телестудии торжественно передал директор телеканала. «Салям» в Ишимбай приехал не с пустыми руками. С 9 утра и до вечера в кабинетах Центральной районной больницы провели прием узкие медицинские специалисты клинической больницы РЖД «Медицина». По предварительной записи все желающие попали на бесплатный прием. Всего в этот день медицинскую помощь и консультации получили более 150 человек. Мы очень рады, что есть у нас такой новый телеканал «Салям», очень социально адаптированный для нашего населения Республики Башкортостан. Мы всегда их будем поддерживать, и любые их выезды в любые города и районы мы будем всегда совместно их
сопровождать и оказывать медицинскую помощь тому населению, где они будут представлять программу «Салям». Поздравить журналистов Ишимбая со стартом на новом телеканале пришел и глава администрации района Азамат Абдрахманов. Торжественное мероприятие продолжили звезды республиканской эстрады. Этношоу группа «Зайниддин» и лауреаты международных и республиканских конкурсов. На ура приняли ишимбайцы песни и танцы гостей. Аплодировали, подпевали, танцевали. Старт дан. Жители республики могут увидеть передачи в сетях крупных кабельных операторов Башкортостана: Башинформсвязь, Ростелеком, «Зеленая точка» и в интернет-сервисах. Руководство телеканала ведет переговоры с другими операторами, в том числе и с компанией «Уфанет». Следующая презентация телеканала состоится в Дюртюлях и дальше по всей республике. Дина Мурзина, Ильназ Беккузин, Арсен Рахмангулов для информационной программы. В День пенсионной грамотности в управлении Ишимбайского пенсионного фонда провели экскурсию для молодежи. Ознакомиться с правилами получения пенсии и пенсионным законодательством пригласили студентов нефтяного колледжа. Ребята посетили клиентскую службу, где им показали процедуру работы службы поэтапно, от начала приема граждан до выплаты пенсии. Студентам рассказали о работе электронной очереди, пояснили, как можно узнать информацию о будущей пенсии. В завершении встречи им презентовали книгу «Все о будущей пенсии». Материал в ней ежегодно обновляется. Здесь можно прочитать о самых свежих изменениях в пенсионном законодательстве. Одни из значительных – изменения пенсионного возраста, льготы для женщин, имеющих 3 и более детей, а также для граждан, имеющих 37 лет страхового стажа и более. Вот презентация этой книги, да, вот она дает все основное про пенсионную систему в нашей стране. Чтобы наши молодые люди, начиная от школьной скамьи, кончая, уже окончанием вузов и началом работы, знали о своей будущей пенсии, от чего она зависит, в каких размерах она будет, в зависимости от работы, от заработной платы, от уплаченных взносов, чтобы они были грамотны в вопросах пенсионного обеспечения в нашей стране для пользы, их дальнейшей судьбы. В исполнении поручения главы республики в Ишимбае прошел бесплатный семинар для представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателям Ишимбая и городов и районов Юга Республики рассказали о мерах господдержки, на которые могут рассчитывать сельхозпроизводители, а также об изменениях в сфере государственных и муниципальных закупок. Наш сюжет продолжит тему. Первый и один из главных вопросов семинара – меры государственной поддержки агробизнеса. Этим активно занимается Центр сельхозконсультирования Башкортостана. Специалисты Центра подробно рассказали о грантах, субсидиях и бесплатном обучении, на которые могут рассчитывать сельхозпроизводители, а также владельцы личных подсобных хозяйств. На сегодняшний день в Республике Башкортостан имеется ряд программ по поддержке и развитию фермерских хозяйств и сельскохозяйственно-потребительских кооперативов. Есть гранты, есть субсидии, есть любые другие виды поддержки, есть обучение бесплатное, которое могут пройти и крестьянско-фермерские хозяйства, и члены кооперативов. Наш центр ведет эти программы, мы проводим консультационную работу со всеми, кто хочет заявиться на данные программы, и приглашаем всех в наш центр Пушкина 106, Центр сельскохозяйственного консультирования. Доведем до результата любую инициативу, которую проявят наши и личные подсобные хозяйства, и фермеры. Такого рода семинар в районе проходит впервые. И не только для ишимбайцев. Получить информацию пригласили и предпринимателей соседних городов и районов. Эту работу в администрации муниципалитета намерены продолжать. Главная задача – выработать систему поддержки предпринимателей, знакомить с поправками в законах, оказывать информационную поддержку. Эту тему мы взяли не случайно, так как в ходе работы при проведении торгов по государственным закупкам наши предприниматели из Республики Башкортостан не участвуют, а активно участвуют из соседних регионов. Это с Татарстана, из Челябинской области, из Республики Крым даже участвуют. Мы из-за этого хотели обучить наших предпринимателей, чтобы увеличить уровень знаний, обучить их, как правильно подать заявку, как выигрывать в госзакупках, и если выиграть, то без пени и штрафов исполнить государственный контракт.
И вторая тема у нас всегда актуальна – это выделение грантов для сельхозтоваропроизводителей. Московский спикер, кандидат экономических наук Елена Чистякова рассказала участникам встречи об изменениях в регулировании государственных и муниципальных закупок и о том, как побеждать в тендере. Эта тема как нельзя актуальна, поправки в закон вносятся часто. От того, что они сегодня услышали, наши малые предприятия, наши фермеры, да и владельцы личных каких-то подсобных хозяйств, наверное, расширятся возможности, по меньшей мере, для осмысления сначала всего этого процесса и для того, чтобы желание появилось поучаствовать. Это, я думаю, определенный импульс. Информации много, однако упорядочить и задать интересующие вопросы помогают именно такие встречи. По словам участников, сегодня предприниматель нуждается в консультациях и обучении. Конечно, считаю, что этот семинар полезен. Также считаю, для предпринимателей нужно проводить еще онлайн-семинары. Вот это мое личное мнение. 3-дневные, 4-дневные, 5-дневные курсы. Такого рода семинары проводятся в республике в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реализуемого согласно указу президента России. Дина Мурзина, Ильназ Беккузин, Арсен Рахмангулов для информационной программы. Ишимбайские пчеловоды в числе лучших в стране. На агропромышленной выставке в Москве пчеловод Ильгиз Шингареев завоевал высшие награды, представив стране липовый горный и бортевой мед. Оба они были удостоены золотых медалей. Ильгиз Шингареев более 15 раз становился победителем республиканских конкурсов пчеловодов. 2 года назад был признан лучшим пчеловодом России. Я, участвовал впервые именно в этом мероприятии. Но думаю, что этот жюри они оценили как бы достойно. Именно это бортевой мед Ишимбайского района, она именно завоевала золотую медаль. И липовый также, она завоевала также именно вот эту золотую медаль. По словам руководителя Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амира Ишимгулова, в Ишимбайском районе имеются уникальные медосборные условия, позволяющие получать продукцию высокого качества, адаптированная к местному климату башкирская популяция медоносных пчел, а также высококвалифицированные кадры. В администрации обсудили перспективы создания на территории Ишимбайского района заказника республиканского значения. Среди всех муниципальных районов Республики Башкортостан самый значимый по медовому запасу является данный район. На территории Ишимбайского района можно разводить более 190 тысяч пчелосемей, а сегодня разводится около 10 тысяч. Поэтому мы сегодня предлагаем, совместно ведем работу администрации муниципального района Ишимбайский район о создании природного заказника башкирская пчела на территории Ишимбайского района. На охраняемой законом территории будет запрещена вырубка липовых деревьев, сдача в аренду медоносных угодий предпринимателями из других регионов и разведение на этих землях иных пород пчел. Здесь особое внимание уделят развитию колодного и бортевого пчеловодства. Более 100 участников собрал в Ишимбае конкурс чтецов, посвященный столетию со дня рождения народного поэта Башкортостана, писателя и драматурга, классика башкирской литературы Мустая Карима. Муниципальный конкурс под названием «Птиц выпускаю из своей груди» прошел в Ишимбайской центральной библиотеке. Цель конкурса не только популяризация творчества поэта, но и выявление талантливых участников, артистичных, ярких, умелых. Самому младшему участнику 10 лет, самому старшему 87. Я сама буду рассказывать стихотворение о сером воробье. Серый воробей – это, конечно, здесь имеется в виду не только серый воробей. Это человек-труженик, который незаметен порой, который и трудные стихи выносит, но мы его не видим. Мы видим тот, как говорится, кто больше гремит, как пустая бочка. Вот такой смысл, мне кажется, этого стихотворения. В составе жюри преподаватели, представители культуры и средств массовой информации. Главные критерии оценки – выразительность чтения, артистичность и техника сценической речи. По итогам конкурса победителям в каждой возрастной категории присвоили 1-е, 2-е и 3-е места, наградили дипломами. И на сегодня это все. Всего доброго. До свидания.